Приветствую всех телезрителей канала Якутия-24. Сегодня мы снова в гостях у Туяры Семейщиковой, точнее в ее творческой мастерской, где создаются прекрасные изделия, посуда из такого вот материала, как глина. Да? Туяра, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Хочу, кстати, нашим телезрителям немножко напомнить, что мы делали с Туярой в прошлом выпуске, да, в одном из прошлых выпусков. Мы делали кружку, чашку, да, которую вы сейчас можете вот видеть прямо перед нами, да. Ну, практически основную часть делала Туяра, конечно же, да, как мастер, как профессионал своего дела. Я только там буквально, ну, какую-то причастность минимальную, да, имела отношение, да. Туяра, огромное вам спасибо за эту красоту, да. Как мы и говорили, прошло 2 недели, она прошла сушку, да. Сушку, обжиг. Сушку, обжиг, ну, процесс такой не легкий, не дело одного дня, так скажем, да. И вот результат, можем мы как раз-таки довольствоваться. Спасибо еще раз. Ну, а сегодня у нас снова посуда, да. Что мы будем делать? Мы будем делать тарелку. Тарелочку. Лепка из глины. У нас есть 3 техники. Мы будем сегодня лепить техника из пласта. Так. Для этого нам понадобятся вот такие палочки. Эти палочки у нас толщиной 5 миллиметров, чтобы у нас тарелка, пласт был 5 миллиметров. Толщина, то есть, да, толщина, получается? чтобы было 5 миллиметров. Так, сейчас мы бросаем глину, чтобы она была комочком, не лепешкой, а комочком с разных сторон, чтобы весь воздух из глины вышел. Да, помню, мы делали и в прошлый раз. Да. Ой. Так. Ой. Потом примерно делаем так, как снежок, да, получается, круглый. И посередине ложим. Так, а тарелку какого мы хотим, как будет, круглой или овальной формы, или какой? Кстати, вот тарелочки на примере мы не выложили, да, можем сейчас продемонстрировать нашим телезрителям, какие бывают варианты, да? Можно вот такой вот овальной формы Очень сделать. красиво, очень красиво. Круглой формы. Так. И, ну, как получится, да. Форма такая. Ну, скажем так, в форме облачка, да? Да. Можно и так сказать. Так. Ну, давайте попробуем, да? Ставим палочки с 2 сторон. Вот так вот. Так. И начинаем. Да, начинаем делать пласт. Вот как так можно. Тесто, да? Как тесто, как печеньки делаем. Так можно переворачивать, да? Да, переворачивать тоже можно. А нам вот трещинки надо загладить. Если трещинки появились, сразу пальчиками так заглаживаем, ну, которые посерединке. А боковые мы потом, когда уже все сделаем, можем. А бывает такое вот пузырьки появляются тут, да? Эти надо убрать тоже вот. Протыкаем ее, ну там, если появится, и потом уже пальчиками. Это воздух и там остается, и воздух надо оттуда убрать уже. Все, теперь я поняла, как сравнить, да, оказывается, поэтому палочки тут и лежат, да? Да. Толщину тарелки. Ну, толщину можно любую сделать. Ну, в данное время у нас 5 миллиметров, это самое оптимальное. Оптимальное, да? Да. Так. Они вот надо с 2 сторон вот так вот. Так, чтобы она видите, поближе.
Ну, видимо, у меня будет не круглая, а как получится, как вы сказали. Можно круглую сделать уже. Можно круг вырезать и сразу, чтобы она круглая была. Любую форму можно вырезать. Так. Можно сердечко, если хотите, или звездочку. Угу. Угу. Так, кажется, достаточно, да? Вроде как. Угу, достаточно. О. Так, Палочка. у нас есть вот губки, они намоченные чуть-чуть, да? Угу. Так, пальчиком. Угу. И все, расклашиваем то, что у вас там трещинки появились, вот боковые. Вот эти, да? Вот эти вот. Прям вот так? Прям вот так вот надо, чтобы без трещинок было. Угу. Угу. Это самый спокойный процесс заглаживания. Обычно, да, обычно на мастер-классах тоже все сидят, никто не говорит, не разговаривает. Так что и мы помолчим. Кстати, да, ну такая это, да, способ релакса, да, наверное. Фиксируешь, посылаешь хорошие мысли. Вот сама лепка из глины, да, она как бы притрагивает или как? 4 стихии. Стихия воздуха, воды, огня. Потом переворачиваем. Аккуратно, да? Аккуратно. Тоже То же самое, да? Все трещинки прям. Если трещины не уберем, она при высыхании либо в общем, да, треснет. Поэтому из пласта еще можно сделать вот камелек. Ух ты, красиво очень. Это специально можно по лекале вырезать как камелька. Ага. Прямо как отдельные эти, да, детальки, да? Да, и потом соединяешь вниз и вот этот вот, да, полностью. Да, очень популярная у нас вещь у саха, да? Так, вот у нас круг. Сейчас вырезаем круг. Берем. А вот нож. Можешь вырезать. А я не буду. Произвольную форму будет у меня. Потом там опять нужно будет выпрямлять, да? Все. Убираем вот этот лишний. Можешь потом из этого сделать что-нибудь, сердечко или что-нибудь, и приклеить. Так, можем. И там ты выпрямляешь, да? Нет, пока не надо. Так, Сейчас мы начинаем делать вот бортики. Приподнимаем вот так вот чуть-чуть. Так. Насколько хотите, так и приподнимаете. Высоту. Можно еще бортики сделать по-другому. Тоже из пласта. Мы вырезаем полоски и потом сверху клеим. Тогда вот такие вот прямые прям бортики получаются. Но мне больше вот такие нравятся, потому что они непроизвольной формы, они такие красивые.
как бы не магазинские, получается. Ну, сразу, да, видно отличие, Мгм. что вещь сделана своими руками. Так, здесь у меня как-то... Просто приподнимаем ее, не щипим. Мгм. Мгм. Так, и потом вот эти острые уголки надо будет вот это все выровнять. Это когда будем глазуровать, вот где острые уголки, там глазурь не сядет. Ну, там чуть-чуть Мгм. сядет, поэтому. То есть более так округлить их, да? Мгм. Мгм. Но чаще, вы сказали, делают все-таки на мастер-классах кружки, чашки, да? Кружки, чашки. Чем? Ага. Больше пользуются популярностью. Мгм. Ну, все хотят на гончарном круге крутить, поэтому гончарный. Интерес. Да, Ага. интересный. А налепки у нас уже чашка с блюдцей. Мгм. Самый популярный. Как вещь. наборчик Да, можно наборчик даже, да? делают. Да. Мгм. Очень видно. Мгм. Можно, ага, Так, ага. Всё это складывать. Пока подготовлю. Будешь что-нибудь делать, да? Мгм. Сердечко или что-нибудь, так? Давайте ягодку. Ягодки. Ягодки. Ну, поскольку мы все ждем лета, да, Мгм. хочется уже чего-то такого. Земляники, голубики. Землянику, голубику, Вообще что? да. По грибы пойти потом. Так, как из пластилина делаем. Допустим, вот это вот у нас получилось. Земляничка, да, типа вот такая. Мгм. Ее можно задекорировать этими. Кружочки у нас будут где-то так, вот такие вот штучки. Ну, еще побольше были бы. Так, вот так вот. Мгм. Типа, Ой. вот так вот. Можешь приклеить, потом только вот задекорировать, либо задекорировать и Мгм. приклеить. Давайте приклею сначала. Мгм. Тогда мы берем достаем наш клей. Ага. Так. И тоже. Так, как было? Кисточкой какой-то же, да? А, нет? Можно вот этим Так, и? царапаем сзади, и ты А. будешь клеить. Царапаем, и там Да. тоже. Так, да? Мгм. Так было? Мгм. Так, можно еще так, Мгм. чтобы сцепление хорошее было. Мгм. Так. И здесь, да? Да. Кисточку. Мгм. Вот кисточкой клеим. Сюда. Угу. Ну, тоже можно. И ложим. И еще так вот делаешь. Мгм. Чтобы она прям наверняка что-то клеилась. Можно еще чуть-чуть пройтись кисточкой Вокруг, да? вокруг. Можно с тонкой кисточкой можно пройтись. Мгм. Какой? Какой-то тонкой кисточкой. Там, допустим, вот это вот. Я там не вижу. Ага. Можно. А я сделаю еще тарелочку. Так, давайте смотримся на это. Оп. О. Ага. Такую кружку сделала. Кружка, она такая с висюльками будет. Мгм. Ну, там висюльки, землянички, там эти. Прямо висячие? Да. Ага. И потом ее можно будет менять. Ну, кружку ничего цветом себе.
Ну, да, однотонным каким-нибудь белым, а эти вот можно будет менять. Вот такие штучки, они висят, ну, будут висеть. Вот, допустим, с кружкой вот такая. Классно. Это как вам идея пришла такая? Ну, конечно, с простора интернета, я где-то видела, там сделали такой в стиле вот Хаяо Миядзаки. Там эти вот. Что-то японское, да? Да. Ну, типа такого можно сделать на якутском. Можно менять ее. Вдохновились, да? Да. Получается. Как интересно. Разные можно сделать, типа чарон, там что-нибудь. Покажите, как сделали. Ух ты! Так, мне нужно повторить, потому что я не смогла. Типа такая это, да? Так, да? Так. Можете потом вот приклеить. Не слишком. Типа вот так. Так, нормально? Вы сказали, что у вас даже была на мастер-классе Кто? девушка, да, женщина, Девушка. которая сделала целый сервиз, говорите, да? Ну, серию посуды. Такое тоже возможно. Кружку, тарелочки, салатницы, все в одном стиле. Даже соусница. Здорово. Ну, большой достаточно, да, получился? Ну, приходила каждый раз по очереди. Раз, да. Сколько терпения у этой девушки. Передаем ей привет, если она смотрит. Да. Но мне кажется, это очень... Спасибо, что выбрали нас. Да? Да. Мне кажется, это очень классная идея. Как бы и себе на память, да? И в течение года приходила. Ничего себе, целый год ушел на создание, да? Ну, вот каждый там месяц, через месяц. Да, у человека есть воля, цель. Так, сейчас декорируем. Вот можешь кружочки делать вот такие вот. Так. Наши зернышки, да? А сейчас будем красить. Можно Всё, надписи написать, да, можно еще сделать, соус внутри, да, либо можно вообще вот эти вот разделительные, так, дети же сейчас любят, типа, не только дети, а вообще. Как вот, зоны, получается, как зоны, да? Да. Здесь у меня соус, здесь у меня салатик, да, скажем так. А вообще можно было написать «приятного аппетита», да? Ну ладно, мы не будем этого делать. В принципе, в прошлом выпуске мы показывали, как это все наносится трафаретиком специальным, да, из букв. Вот как здесь. Сейчас начинаем уже красить. Выбираем краску. Ну, самую такую яркую, наверное, да? Наверное, красную все-таки. Было бы странно, если бы земляника у нас была синего цвета. Самая яркая это у нас вот была же, да? К10. Вот она. Все, открываем, выбираем кисточку. Так, стакан с водой. Любую, да, тоненькую, да, или как? Да, какую. Ой. Так, по чуть-чуть. Что-то типа. Если заморали, допустим, вот тарелочку, как я, можно убрать кисточкой чистой. Аккуратненько. Так, все. Мне нравится. Прямо уже как будто красиво. Сделано своими руками всегда красиво. Да. И ценнее. Согласна. У меня дома тарелочки, те, которые дети сделали. Мне так радуется, когда я ложу еду. В них, да? Да. Маленькие там, специальные пиццы там даю в этих тарелочках. Так, ну что, вот буквально за сколько у нас прошло времени? Где-то полчаса, да, наверное? Да. За полчаса можно
сделать вот такую вот тарелочку минимализма, да, как я бы это назвала. Можно добавить все, что угодно, как мы сказали, и надписи, и разукрасить, да, и сделать вот как делает Туяра, это вот какие-то вот по краям полосочки, да, ну, в общем, обвести, да. Ага, бывают вот такие круги, да, круги на тарелке. В общем, на все ваша фантазия. Ну и хочется отметить, что после обжига, да, правильно говорю? После обжига. Да. Ага. После утильного обжига, у нас первый обжиг это утильный. То есть она не сразу, тарелочка приобретет вот такой вот цвет, да, красивый, да? Цвет приобретет такой же, ну, молочный, да? Вот просто она да, будет как шершаво-матовая, да? Шершаво-матовая, это утильный обжиг. После этого, после утильного обжига у нас уже политой обжиг. Политой обжиг это мы покрываем вот глазурью, как здесь, да? После этого она уже приобретает такой блестящий, как посуда. Да, да. Глазурь у нас это, по сути дела, стекло же, да? Тонкое-тонкое стекло, мы ее уже в печке в обжиг, она уже сверху. То есть это не руками делается, это вот автоматически в печке она покрывается, да, глазурью, правильно? Нет, мы покрываем ее глазурью. Потом руками? Да. То есть как будто обмазываете, да? Да. Чем-то, правильно? Да. Ну, простым языком, можно сказать так, да? В принципе, можно будет и сочетать с нашей чашечкой, да? Ну, мне кажется, будет как раз гармонично смотреться. Да. За счет того, что у нас буковки здесь такого же цвета, насколько я помню, да, мы выбирали яркий, красный. Ну и когда клубничка у нас тоже пройдет обжиг, сушку, приобретет такой же цвет. Как я уже сказала, мне, наверное, придется к вам вернуться уже в третий раз, да, за тарелочкой. Что-нибудь, может быть, и сделаем с вами еще, да? Да, конечно. Какие у вас планы, может быть, сейчас ближайшие? Как-то развиваться, что-то по мастер-классу, может, что-то новое готовите для своих гостей, посетителей? Так, ну, в ближайших планах у меня обучение проводить. Хочу полностью. Ждете учеников, да? Да, жду учеников. Пока двое записались. И программу примерно. До этого я учила тоже. У меня двое тоже учились. Одна открыла мастерскую в Намцах. Здорово. То есть уже в Намцах, в районах такое вот направление, да, можно сказать, развивается. Ну, здорово. И сейчас тоже обучение собираюсь провести. Да, так что, уважаемые телезрительницы, да, скорее, если что, обращайтесь к Туяре, если у вас есть желание что-то создать, либо научиться такому красивому направлению, изделиям из глины, да, то добро пожаловать, как говорится. Туяра, вам огромное спасибо. Очень была рада с вами познакомиться, увидеться с вами снова. Вам творческих успехов, вдохновения, как можно больше желающих приходить к вам в эту красивую студию, как вы могли заметить. Ну и до новых встреч. Увидимся на телеканале Якутия 24. Оставайтесь с нами.